В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. В ближайшие полчаса о самом главном на этой неделе. Из Абхазии в Крым отправился второй грузовой корабль с 2,5 тысячами тонн щебня для строительства дороги через весь полуостров, сообщил нашей редакции пресс-секретарь Министерства экономики Абхазии Георгий Берзения. Первый груз, который был отправлен из Сухумского морпорта 11 июня, успешно прибыл в Крым и после переработки был использован для строительства дороги от Крымского моста до Севастополя. Поставки будут регулярными, и до конца года в Крым будет поставлено до 200 тысяч тонн щебня. Добыча щебня проходит в горных месторождениях в селе Пщап и, по словам специалистов, не представляет опасности для экологии Абхазии. Единственный в республике на сегодня гудаутский табачный завод «Леон» возобновил свою работу. Здесь производят 4 вида сигарет – «Леон», «Космос», «Рица» и «Рица Лайт». Для изготовления сигарет используют несколько сортов табака, которые закупают в Европе. За день на заводе выпускают около 50 тысяч пачек сигарет. На предприятии предусмотрено до 30 рабочих мест, но на сегодняшний день здесь работает 8 человек. Заработная плата рабочих составляет от 1000 до 3000 рублей в сутки. Табачные изделия предприятия «Леон» ориентированы на внутренний рынок. Оптовая цена пачки сигарет составляет 29 рублей. В будущем руководство завода планирует расширить производство и выпускать сигареты из табака, выращенного уже в Абхазии. Министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба 19 июня подписал приказ ввести в образовательных учреждениях республики школьную форму и единые требования к внешнему виду учащихся с 1 по 11 классы. Приказ министра вступит в силу с нового учебного года. По словам министра, это решение было принято для укрепления дисциплины и устранения различий в одежде детей. Адгур Какоба подчеркнул, что форма ни в коем случае не будет дороже обычной одежды и что они рассчитывают на поддержку Сухумского дома моды в пошиве школьной формы по доступным ценам. Мы хотим, чтобы каждая школа имела свою форму. Это не означает, что будет единая форма для Абхазии. Каждая школа выбирает себе свою форму, свою эмблему. И обязательно мы указали в положении, это будет согласовано с родителями и будет принято единое решение в коллективе, какую форму ввести. Есть малоимущие семьи, там дети, сироты или полусироты, обязать там их носить эту форму, но мы просто, наверное, не имеем морального права. Я буду просить и районные отделы образования, и фонды, которые и до этого нам всегда помогали приобретать литературу учебную или форму, просить, чтобы для такой категории детей приобретали уже силами отдела образования. Насколько поддерживает в обществе решение Минобразования и науки Абхазии о введении школьной формы, узнавали наши корреспонденты. Мне кажется, что единая форма для школьников – это стоит того, чтобы ввели, потому что школьники как бы должны отличаться от людей, от студентов. Если ведут единую школьную форму, то я не против ее носить. Хочка и пшизер эйцлбра амат ашцаточи колодзом ацара яхайс хотсе колод яхар пшрапш цехот харта школ хантаз басихан ихи басихацатоп. Я за то, чтобы действительно была единая форма. Это и красиво, и удобно, наверное, и для родителей, наверное, это будет хорошо. У каждой школы своя форма. Это показывает, выделяет их, что одна школа отличается от другой. Все будут в одной форме ходить. Мне не очень нравится. Мне больше по душе, когда школы отделяются друг от друга. Красивые пиджаки, юбки, брюки красивые, темно-зеленые или синие, тогда можно. Красиво. Чтобы не очень жарко было. А то была форма вот коричневая, она очень теплая.
И дети летом умирали, весной. Если летняя форма, чтобы была, и зимняя, тогда да. Дети все были в одинаковом положении, а то какое расслоение, какие богатые и бедные. А дети страдают из-за этого, правильно? Пусть одевают все форму, как в советское время было. Государственный комитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору совместно с представителями Министерства экономики во всех районах Абхазии осуществляет плановые проверки предприятий и учреждений. В Сухуме инспекция госстандарта уже посетила несколько объектов отдыха. Алика Трапш продолжит тему. Ежегодно Государственный комитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору осуществляет плановые проверки объектов отдыха, гостиниц, отелей, пансионатов. В этом году планируется проинспектировать порядка 200 объектов по всей стране. Председатель Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору Гарри Саманба вначале проинструктировал руководителей отделов о проведении плановых проверок. Уже начался сезон летний, курортный, поэтому много нарушения, мы это с вами прекрасно понимаем. Наша задача выявить все эти нарушения, поставить задачу, чтобы эти нарушения были исправлены. Затем инспекторы госстандарта вместе с представителями Министерства экономики посетили гостиницу «Интерсухум». Специалисты технадзора проверили состояние самого объекта, осмотрели трансформаторные подстанции, щитовое оборудование, жарочно-варочные шкафы столовой, а также проверили техническое состояние грузоподъемного механизма. Экспертная оценка показала, что общее состояние лифтов хорошее, однако небольшие недочеты все же есть. Есть определенные замечания, которые будут устраняться в процессе эксплуатации. В целом соответствует стандартам безопасной эксплуатации, проблем никаких. Тем временем специалисты энергонадзора ознакомились с энергоснабжением гостиницы, осмотрели электропроводку на этажах, обследовали энергетические и теплоиспользующие установки. По словам инспекторов, в гостинице «Интерсухум» правила электробезопасности соблюдены. Общее состояние и техническое оснащение номеров проверяли специалисты госнадзора по стандартам сертификации и аккредитации. Они осмотрели несколько двухместных и трехместных номеров стандарт, люкс, а также номера повышенной комфортности. Несмотря на некоторые замечания, в целом специалисты госстандарта дают хорошую оценку номерам гостиницы «Интерсухум». В другом объекте отдыха, в отеле «Атриум Виктория», эксперты технического и энергетического надзоров осмотрели само здание отеля, проверили техническое состояние балконов, лестниц и лифтов, спустились в бойлерные и котельные помещения, оценили там работы электрических установок, проверили состояние резервуаров и сосудов. В ходе данных проверок инспекторы технического и энергетического надзоров в отеле «Атриум Виктория» не выявили серьезных нарушений. Также специалисты государственного надзора по стандартам сертификации и аккредитации осмотрели несколько номеров отеля «Атриум Виктория». Номера оказались просторными и чистыми, оснащены необходимой техникой и мебелью. В общем, у экспертной группы не было никаких нареканий по поводу условий проживания и обслуживания в отеле «Атриум Виктория». В соответствии с указом президента, Министерство экономики осуществляет общее руководство деятельностью отдельных органов госуправления, в числе которых входит Государственный комитет по стандартам. Согласно поручению Министерства экономики осуществляется совместная проверка, плановая проверка гостиничных комплексов по городу Сухум и Новый Афон. В целом можно сказать, что состояние данных гостиничных комплексов является хорошим. Скажем так, есть еще и другие гостиничные комплексы, в отношении которых будут осуществляться проверки, но пока что можно сказать, что все на довольно высоком уровне. Государственный комитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору совместно с представителями Министерства экономики и дальше продолжит плановые проверки объектов отдыха и туризма. Если на объектах выявлены нарушения, инспекторы составляют акты и выдают предписания. Если же нарушений нет, то владельцам гостиниц выдаются заключения о готовности объекта принимать туристов. Алика Трапш, Михаил Братухин, Леона Адлиба, Абхазское телевидение. О том, какие требования предъявляет к объектам проверки Государственный комитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору, а также как будет обеспечиваться прозрачность работы ведомства, мы обсудили с председателем Госкомитета Гарри Саманба. Гарри Харитонович, вы не так давно занимаете должность главы Госкомитета. Какие первые шаги вы начали в своей должности? Я приступил к своим обязанностям
29 мая этого года. По ходу работы я понял, что коллектив достался очень приличный, толковый, довольно-таки молодой, с которым можно работать и делать очень серьезные работы проводить. Работа велась, есть договоренности с Российской Федерацией, есть договор, подписанный с госстандартом Российской Федерации о взаимопомощи, потому что все-таки госстандарт Российской Федерации это серьезная организация, и они имеют свои институты, свои исследовательские институты, свои серьезные лаборатории. И в этом направлении, конечно, они нам могут помочь, помогали, могут помочь. И, естественно, мы и дальше будем планировать встречи с ними. И сюда приезжали, и будут приезжать. И мы вот сейчас планируем поехать, мы получили приглашение на 15-16 августа. Поездку планируем в Москву. К текущей работе сейчас мы перейдем. Вот мы знаем, что с 20 числа начались плановые проверки различных объектов. Какие это объекты и что в ходе проверок выясняется? Я вопрос понял. У нас проверки начались буквально 2 дня назад. Официально распоряжения мною были подписаны. Почему вообще проверки должны были идти по мере того, как сезон курортный открывается, мы должны были плановые проверки уже давно начать. Но учитывая то, что кабинет министров поменялся, и нас курирует уже Министерство экономики, и была задача поставлена перед нами, чтобы мы отработали с Министерством экономики все наши проверки, и чтобы не накладно было тех, которые мы проверяем, чтобы не было очень наслоения проверками, потому что у нас 6 отделов, из 6 отделов 4 отдела должны проверять. И мы совместно с министром экономики Ардзенбом Адгуром Амирановичем и с его замами несколько раз проводили совещания по этому поводу и пришли к выводу, что можно совместить эти проверки. То есть 2 отдела или 3 отдела отправлять вместе на проверки. И вот сейчас этим мы занимаемся уже 3-й день. Что мы проверяем? Мы обязаны посмотреть готовность гостиниц, санаторий, гостевых домов. Только объекты туротдыха вы и туротдыха тоже. В первую очередь сейчас мы объекты туротдыха проверяем, потому что это необходимо из-за того, что люди уже пошли, отдыхающие. В первую очередь наша задача такова, чтобы мы посмотрели готовность и сделать выводы, готовы, не готовы, свои замечания, свои условия, требования, акты, имеем акты, которые заполняются этими структурами нашими, и лифтовое хозяйство, оборудование, котловое хозяйство, потом энергетика, потому что вы же понимаете прекрасно, детские площадки, детские аттракционы на предмет имеют разрешение, не имеют разрешения, условия, готовы ли специалисты обслуживать те или иные объекты. Вот это все мы проверяем в комплексе. Вы всего 3 дня проверяете, но все-таки, может быть, уже скажете, какая картина складывается? Вы знаете, мы проверили буквально всего 5 объектов, 5. Имеется в виду в Сухуми 2 объекта, это тургостиница «Сухум», она очень даже прилично готова к работе. Там незначительные какие-то были замечания, а в основном они готовы работать. Второй объект проверили «Атриум Виктория». Они круглый год работают, поэтому у них поставлена работа неплохо. Но так получилось, что мы пришли туда, где вообще нормальная работа налажена. Сегодня работают по гостинице «Рица». Там какие-то нарекания уже поступили, какие-то у нас сигналы. Вот мы сегодня будем их проверять и потом сделаем выводы, что там есть. Когда
люди поработают, и завтра, в понедельник уже мы будем знать, и дополнительной информации тоже мы будем давать. Наша работа вообще очень, она многогранная. Все почему-то думают, что у нас есть только один контролирующий орган, это потребнадзор. Это наследие торгинспекции, которая была раньше. Она в эту структуру вошла в 2016 году, и люди, многие к этому отделу относятся, ну, по-всякому. В каких сферах вы проводите проверки? Проверки проводим, допустим, по качеству продукции, продаваемой продукции, по просрочке, есть просрочки или нету, по стандартам проходят они или нет, и весы правильные, неправильные, вина нормальные или ненормальные, мед нормальный, ненормальный. Это очень серьезная проблема. Соответствие качества. У нас есть лаборатория, мы можем проверить качество меда, качество вина, качество продуктов на своих лабораториях и сделать соответствующие выводы. Но, к сожалению, мы вообще защищаем, в первую очередь, потребнадзор защищает потребителя. Потребителя защищает в первую очередь. Но при этом, естественно, производители тоже, чтобы мы, есть закон о потребителе, чтобы мы не нарушили этот закон. Естественно, это тоже существует такая проблема. Мы сейчас почему совместно проводим проверки, совместно с Министерством экономики, чтобы наша работа была прозрачной. Обеспечиваем таким образом, мы все сегодня проверки только с разрешения руководства я подписываю. Без моего разрешения ни один объект не должен сегодня проверяться. Если, допустим, кто-то позвонил, хочет, чтобы какие-то проблемы по защите его прав, по нарушению его прав потребителя существует, мы тут же будем реагировать. Мой коллектив был поставлен таким образом в известность, что любая несанкционированная проверка будут наказаны те люди, которые несанкционированно проводили. Это в первую очередь, чтобы люди понимали. Более того, я хочу отметить еще одну вещь. Учитывая то, что не важно, что я здесь месяц работаю, важно, что я здесь в Абхазии нахожусь долгое время, да? Во время войны, после войны, никуда не уезжал, поэтому проблему хорошо я знаю. Эта проблема заключается в чем? Есть сегодня организации, которые под видом госстандарта тоже ходят проверять объекты. Вот я хотел бы... Это есть, допустим, торгинспекция, которого нету вообще, не существует, в природе нету его. Они переданы нам, уже название тоже поменяно. Но люди, когда проверяющий какой-то приходит, они сразу начинают бояться. Бояться начинают, и они начинают, даже не спрашивают у него, какие документы существуют у этого человека. Я еще раз обращаюсь к потребителям, чтобы не было никаких нареканий, чтобы не было никаких вопросов, не возникало. И в этом плане у нас есть вот в каждом крупном или среднем торговом объекте, особенно в торговых объектах, я сейчас имею в виду, но сейчас выносные все мы не можем это сделать, мы будем вот такие вещи делать, к нам будут обращаться, и мы будем реагировать. Ну, чтобы люди для себя понимали, есть орган, который проверяет на качество, это наш орган, госстандартовский. Есть отдел госнадзор. Поэтому я хотел бы, чтобы люди отнеслись с пониманием. Если какие-то вопросы возникнут, мы открыты. Я лично могу сам даже принимать у себя в кабинете людей, если какие-то недовольства будут.
Что у нас происходит на набережной, да? Говорили о том, что все вот эти ларьки, все торговые объекты, чтобы они были все там одинаковые по какому-то стандарту. Вот насколько как бы ваше ведомство в эти дела вмешивается, или это только город? Потому что об однообразии там речи нет сейчас. Наше ведомство в это абсолютно не вмешивается. Но если торговая точка будет разрешение иметь на торговлю в этих местах, конечно, мы будем вмешиваться. В данном случае, о чем вы сейчас ведете речь, я думаю, эта работа очень серьезно ведется, и очень многие точки будут убираться, убрали, еще будут убираться. Это правильно, нужно это делать. Потому что, когда это мы разрешали, это были другие времена немного. Чтобы люди на ноги встали, что-то, глаза закрывали на что-то. Но сегодня надо все-таки приводить эти вещи в порядок, в надлежащий вид. Я думаю, и главы администрации справятся. Я, кстати, хочу сказать еще, вот сегодня письма рассылаю по главам администрации, чтобы каждый глава администрации тоже мог дать своих, значит, подчиненных, представителей, для того, чтобы еще раз говорю, чтобы прозрачности было больше в нашей работе. И для меня это очень важно. Минэкономики запретила проведение проверок без согласования именно с этим ведомством. Теперь вы не можете самостоятельно, допустим, решить и выйти на проверку, если, допустим, это не одобрит Минэкономики. Что это вообще дает? Минэкономика правильный вопрос ставит. Я еще раз говорю, чтобы мы не нервировали тех людей, которые сегодня занимаются бизнесом. Это правильно. Это оперативно решается, это не так сложно. Они, по крайней мере, еще раз говорю, если какие-то вопросы возникают внеплановые, это можно, по телефону ко мне обращаются, я уже такую задачу поставил, мы решаем эти вопросы. Главное, чтобы руководство знало, чем занимается его подчиненный. А уж как довести до министра, это уже мои проблемы, я доведу его. И он будет в курсе дела, вернее, кто нас курирует, там замы курирует, и сам министр курирует. Они тоже заинтересованы сегодня, чтобы работа таким образом наладилась, чтобы нас уважали, чтобы правильный подход был, правильные были взаимоотношения и правильные были требования. Усложнило распоряжение работу или наоборот облегчило? В данном случае пока вот первые проверки немножко усложняются каким? Почему? Вот те отделы, там 3 отдела вместе ходят, есть за объект, кто отвечает. И один отдел требует свое. Он должен это все им показать, а те отдыхают. Потом, когда с ними закончат семьи, то есть немножко проблемно получается, и объектов очень много. Поэтому у нас количество объектов, проверяемых за день 2-3, больше не можем. Но эти вопросы, они, я думаю, отпадут чуть попозже. Мы еще будем отрабатывать, когда отчеты будем делать о проделанной работе, и Министерство экономики тоже будем, и в кабинете министра представлять, мы немножко оптимизируем свою работу. Я думаю, нормально мы поймем друг друга и сделаем как лучше, так и сделаем. Кроме качества продукции, там, обустройства технического, что вы еще проверяете? Чем ваше отдел еще занимается? Вот смотрите, какая ситуация. Некоторые объекты сегодня эксплуатируются, но никаких документов не имеют. В этом плане мы, опять-таки, уже люди там отдыхают без документов. Есть ИП, по закону они должны там не больше 3 человек в ИП работают. Ну вы представьте себе, гостиница с 3 людьми 20-30 номеров. Это же не серьезно, да? Там работает побольше людей. И в этом плане мы тоже будем в дальнейшей своей работе, я вот сегодня дал такое указание, чтобы они делали акты и передавали в надлежащие органы, то есть в прокуратуру или еще куда-то, чтобы люди могли быстрее собирать документы. Мы не любим собирать документы, к сожалению. Но когда начинают требовать, почему их нету, люди начинают нервничать. Сделай документы, придут люди, посмотрят, заключение положительно дадут, уйдут. Никаких проблем нету. Проблемы сами себе создают. И в этом плане мы будем работать. Сегодня уже идет серьезная конкуренция в плане курортного бизнеса. И в этой связи некоторые турагенты, когда заключают договора, у них спрашивают, сертифицирован или не сертифицирован. Для того, чтобы заключать
нормальные договора, прежде всего должен быть двойной-объект сертифицирован. В этом направлении нас должны, наоборот, просить, чтобы быстрее это сделали. Все замечания устранить и сертификацию получить. Это будет нормально. Этим тоже мы занимаемся. Это одна из серьезных задач – это вопросы сертификации. Срок действия сертификата в соответствии с средств размещения туристов 1 год всего. В ходе проверок ваше ведомство должно проверить около 200 объектов. Что вы будете делать после того, как эта работа закончится? Мы свою работу будем наращивать. У нас не только, я еще раз говорю, у нас задача не только того, чтобы проверить кого-то или надзирать над кем-то. Наша задача, чтобы мы ГОСТы улучшали. Наши ГОСТы сегодня, они все российские ГОСТы, мы гармонизировать должны к своим. Мы сейчас будем какие-то реформы проводить в плане того, что от ГОСТов, может, мы немножко будем отходить, от технических условий будем давать. То есть вот эти вещи, это как раз та работа, с которой мы сталкиваемся и будем заниматься. И те люди, которые сегодня в штате нашего комитета, есть очень серьезные толковые люди, уже начали давать мне свои предложения. Я уже их рассматриваю. Вот сейчас буквально на днях тоже будем на повышение квалификации отправлять людей в Российскую Федерацию, там на неделю, на 2 недели, но при этом качество выполняемых работ в дальнейшем, оно улучшится. То есть они уже с каким-то другим багажом приедут. Мы не будем стоять на месте, мы очень много вопросов мы наметили, будем их решать. У нас аккредитация лабораторных исследований, лабораторных нашего оборудования, оно не аккредитовано. Они нормальные у нас, но проверка 3 года дается на аккредитацию. После 3 лет еще раз его надо. Там есть финансовые затруднения, проблемы. Это надо людей задействовать, это вывозить туда. Естественно, у нас это большие проблемы возникают. Мы сейчас лабораторию не можем туда вывозить, поэтому сюда приглашать надо. Вот эти вопросы мы будем отрабатывать. Более того, мы еще будем отрабатывать, чтобы новые лабораторные оборудование лабораторное, уже какие-то есть в этом направлении проработки, чтобы мы их нам дали. Вот сейчас у нас буквально есть одно оборудование, которое уже год не работает. Он новый, но его никто не внедрил в работу. Оборудование для исследования белка. Это очень важно. Там мясо и так далее, все продукции, белок проверяется, и на наличие азота. Это очень серьезно, и поэтому тоже мы обговаривали как-то вот с изготовителями, ну там большие проблемы возникают финансовые, но мы вышли с этого положения, мы переговорили с СФТИ. Оказался человек, который может это сделать. А вообще лаборатория насколько серьезная? Есть старые оборудования, ну, такие довольно-таки старые, но тем не менее они качество дают неплохое. Есть новые, о чем я говорю, есть и другие, которые задействованы. Они дают хорошие результаты. Мы можем, я еще раз говорю, вино проверить на качество, мед проверить, пиво, воды, оладхара, вот этот лимонад и всякие. Это мы проверяем, мы сертифицируем, проверяем, делаем. Эта работа ведется и нормально ведется. Вот мы же защищаем интересы потребителя, да? Вот в этом плане мы иногда помогаем, мы обязаны помогать и производителю, подсказывать, как делать, что делать, какие условия. Вот недавно обратился к нам Сачандар человек по фамилии Аграба и Чамагуа. Они делают дома у себя вино, хотят его легализовать. Поехали туда сотрудники, проверили. Ну, очень много нареканий, но незначительных. Ну, их много. Вино принесли, проверили мы, и по лабораторным анализам он проходит.
И в этой связи, вот я почему это говорю, вот человек не поленился, собрал все документы, он каждый день сюда ходил, каждый день. И мы глаза в чем-то закрыли, чтобы ему помочь, чтобы он легализовал свое вот это производство. Вот мы его защитить должны от тех людей, которые с-под полы делают все. Вот о чем разговор идет. Наша задача первейшая в том, чтобы защитить и производителя, и потребителя. А производитель, который вот добросовестно выполняет все свои функции. Спасибо вам за интервью. Всего доброго. Согласно указу президента Абхазии Рауля Хаджиба, на Министерство экономики возложена ответственность за деятельность управления по транспорту республики. В связи с этим Рауль Хаджиба поручил министру экономики навести порядок на автовокзале ПСОУ. В четверг представители Министерства экономики, Госуправления по транспорту и МВД провели рейд для выявления нарушений и упорядочения работы частных перевозчиков пассажиров. Каждый раз в преддверии курортного сезона вопрос организации работы на КПП ПСО приобретает особую актуальность. Ведь от того, как государственная граница встретит гостей Абхазии, зависит не только настроение въезжающих в нашу республику людей, но и имидж всей страны. Нередко после так называемого гостеприимного приема мы наблюдаем, как отдыхающие оставляют в интернете негативные отзывы. И это неудивительно. Некультурное, а порой хамское поведение некоторых наших граждан никак не способствуют началу приятного отдыха. Вот эти кадры с камеры наблюдения на границе вряд ли нуждаются в комментариях. Большинство таксистов, работающих на границе и таким образом встречающих гостей Абхазии, даже не имеют разрешительных документов. В начале июня все частники-таксисты были предупреждены о необходимости оформить свою деятельность. Министерство экономики готово было пойти им навстречу и оформить документы по упрощенной схеме, но ни один из водителей так и не появился. Мало того, что люди не имеют никаких лицензий, документов, они, значит, очень агрессивно предлагают свои услуги, мягко скажем. Это не вписывается ни в какие нормы, ни абхазского нашего этикета, ни общемировые стандарты. Поэтому было принято решение провести там рейдовое мероприятие. Президент провел совещание, где дал конкретные поручения. Я вот, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Министерство внутренних дел, Гарри Анатольевича Ашпа в первую очередь, которые вот прямо оперативно они все отреагировали. Рейд, который провели представители Министерства экономики, Госуправления по транспорту и МВД, выявил не только отсутствие разрешительных документов на перевозку пассажиров. Во время рейда было проведено и освидетельствование водителей, в результате которого у 4 таксистов в крови были обнаружены наркотические вещества. Эти люди задержаны и находятся в МВД. Вы можете себе представить ситуацию, когда, значит, государственная граница, переходят туристы. Первое, с чем сталкиваются гости нашей страны, это люди, которые, часть из них под наркотическим воздействием, часть из них, мягко скажем, выглядит неподобающей. Вы бы поехали в такую страну отдыхать со своими детьми, со своей семьей? Вряд ли, правильно? Но это все потом появляется на чатах в интернете, туристических чатах. И вот отзывы о нашей стране. Между тем, чтобы упорядочить скопление машин, в ходе рейда для водителей такси также были определены конкретные места стоянки. У выхода с таможенного терминала они не должны стоять там, они все должны быть стоять наверху. И мы там определили места для такси, для маршрутной такси и для автобуса. Это мероприятие не разовое, это будет ежедневно, пока не будет должного порядка. Большинство таксистов с пониманием отнеслись к данному решению, но некоторые после отъезда представителей управления по транспорту попытались снести забор и занять привычные им для перехвата туристов места. Находившиеся на месте сотрудники МВД предотвратили эти противоправные действия. Они и впредь будут следить здесь за соблюдением установленных правил. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.